В Юго-Остинском государственном университете прошла научно-практическая конференция с участием профессорско-преподавательского состава и студентов исторического факультета. Темы докладов касались событий военных лет, участия наших соотечественников в Великой Отечественной войне. На мероприятии был приглашен посол Российской Федерации в Южной Осетии Марат Кулахмедов. День памяти и скорби 22 июня – это 80-я годовщина начала самой кровопролитной и страшной войны. Но сплоченный общий идеей многонациональный народ смог сделать настоящий прорыв по всем фронтам и гордо поднять знамя победы. На фронтах Великой Отечественной войны за одну минуту погибало 10 солдат. Из фронтовиков 22-24 года рождения отдали свою жизнь во имя Отечества 97%. Из бойцов 23 года рождения от каждого 100 человека к концу войны в живых остался только 1 человек. Именно эти люди бесстрашно встретили врага и в начале войны, и до конца войны постоянно боролись с российскими врагами. Мурат Джоев, доцент кафедры истории Осетии, в своем докладе рассказал о малоизвестном герое Лабазе Джоеве. Лабаз был студентом тогдашнего педагогического института, который впоследствии стал командиром, и именно он стал инициатором снайперского движения. Джоев Лабаз Захарович, который во время войны был командиром партизанского отряда в Беларуси, и после его гибели был представлен к званию Героя Советского Союза, и отряд был назван его именем. То есть это единственный осетин, чье имя было присвоено партизанскому отряду во время Великой, я имею в виду осетин, конечно, во время Великой Отечественной войны. Лабаз Джоев родился он в 14 году в селе Домостур, хотя его предки были, точнее отец его переехал туда из Бузала, из нашего родного села. Кахетию, да, вот Домостур Райгурти в 14 году. Через 2 года, в 16 году его отец погиб на фронте Первой мировой войны, а в 24 году скончалась его мама, то есть он 10 лет остался круглым сиротой. Зачастую мы становимся свидетелями того, как пытаются принизить значимость событий, обесценить подвиг советского солдата. Много, они в основном все надуманные, но тем не менее попытаюсь остановиться на нескольких наиболее важных. Например, Сталин был таким же агрессором, как Гитлер. В 1939 году они вместе поделили Европу и развязали Вторую мировую войну, а потом уже Сталин сам захотел напасть на Германию. Об этом предыдущие докладчики говорили. Я скажу только коротко, что тот же известный пакт Молотова-Риббентропа, о котором сказал мой коллега, его предварял Мюнхенский сговор. И самое интересное, что по этому сговору Германия плюс Польша и Венгрия фактически разделили с одобрения западных стран суверенную Чехословакию. Они фактически создали все основы для того, чтобы стереть с карты земли, с карты Чехословакии. В работе конференции приняли участие и студенты исторического факультета, и в своих докладах раскрыли тему участия представителей молодежи в Великой Отечественной войне. Яна Плива, Алим Бетеев, информационный выпуск сегодня.